Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Туркменистане стартовал международный кинофестиваль «Горкут-Ата». В Ашхабаде открылась международная выставка «Туркмен-Тел-2024». Туркменистан и Киргизстан обсудили возможности транспортного сотрудничества и другие новости. Во дворце Мукамов Государственного культурного центра Туркменистана стартовал международный кинофестиваль «Горкут-Ата». В торжественной церемонии открытия кинофестиваля приняли участие представители делегаций из Казахстана, Киргизстана, Башкортостана, Республики Тыва, Чувашской Республики, Молдовы, Турции, Узбекистана, а также нашей страны. Традиционно перед церемонией почетные гости прошли по красной ковровой дорожке. Громкими аплодисментами приветствовала публика членов жюри конкурса художественных и документальных фильмов. Открылся кинофестиваль литературно-музыкальной композиции «Туркмен Дуньясы», исполненной артистами Главного академического драматического театра Туркменистана имени великого Сапар-Мурата Туркменбаши и танцевальных коллективов страны. В экспоцентре торгово-промышленной палаты Ашхабада состоялось торжественное открытие международной выставки «Туркмен-Тел-2024», посвященной развитию телекоммуникаций, телеметрии, информационных технологий и телерадиовещательного оборудования. В церемонии открытия приняли участие более 200 представителей из более чем 30 стран мира и Туркменистана. Участники форума заслушали поздравительное обращение президента Туркменистана Сердара Бердмухамедова. Организаторами мероприятия выступили агентство «Туркмен-Арагатнашик» и торгово-промышленная палата Туркменистана. В рамках выставки пройдет международная научная конференция, включающая сессии по цифровой трансформации, инновациям в области цифровых технологий и кибербезопасности. Генеральный директор агентства транспорта и коммуникации при Кабинете министров Туркменистана Мамедхан Чакыев и вице-премьер Киргизстана Бакыт Тарабаев обсудили возможности экспорта киргизской продукции через туркменские порты на Каспийском море. Стороны отметили необходимость дальнейшего развития торговых связей, подчеркнув значимость наращивания грузопотока через Каспийское море, что имеет большой потенциал для создания эффективной логистики как на региональном, так и на международном уровне. 29 ноября в Ашхабаде во дворце Мукамов состоится концерт, посвященный столетию Шарля Азнавура в исполнении Государственного симфонического оркестра Туркменистана под управлением Расула Клычева. Концерт организован посольством Республики Армения в Ашхабаде совместно с Министерством культуры Туркменистана. Британский музей получил беспрецедентное пожертвование. Фонд Персиваля Дэвида передал в дар музею коллекцию китайского фарфора, оцененную более чем в 1,25 миллиарда долларов. Коллекция, насчитывающая 1700 уникальных предметов, охватывает 17 веков китайского искусства с 3 по 20 век нашей эры. С 2009 года эти шедевры уже находились в экспозиции музея, а теперь официально стали частью его собрания. В ближайшее время коллекция отправится в путешествие. Ее смогут увидеть посетители Шанхайского музея и Нью-Йоркского метрополитен-музея. Новое исследование канадских ученых из Университета Торонто раскрыло связь между распространением цифровых технологий и растущим чувством скуки у современных людей. Национальные опросы демонстрируют тревожную тенденцию. Уровень скуки достиг исторического максимума, особенно среди молодежи после 2009 года. Учитывая, что хроническая скука может провоцировать тревожность, депрессию и агрессивное поведение, исследователи детально изучили этот феномен. Выяснилось, что цифровые медиа создают своеобразную ловушку стимуляции. Постоянный поток ярких впечатлений в социальных сетях, эволюционировавший от текста к изображениям и коротким видео, формирует завышенные ожидания от реальности. В результате традиционные знания, такие как чтение книг или посещение лекций, кажутся недостаточно увлекательными. На проходящем в туркменской столице международном теннисном турнире Ашхабад Open 2024 среди юношей и девушек не старше 14 лет начались соревнования в парных разрядах. У юношей в этом виде программы борьбу за звание сильнейших ведут 16 пар, в женском парном разряде призы оспаривают 14 дуэтов. Напомним, международный турнир Ашхабад Open 2024 проходит в теннисном комплексе Олимпийского городка с участием спортсменов из 12 стран. Футболисты Дашогузского Турана выступят в финальном турнире первенства Туркменистана среди команд первой лиги. Это право они завоевали, выиграв зональные соревнования в северном регионе страны. Борьбу за единственную путевку в финальный этап состязаний вели в Дашогузском вилаяте 8 команд, которые играли друг с другом в 2 круга – дома и на выезде. Одержав победу над соперниками во всех матчах, Туран занял первое место. К этому успеху команду привел главный тренер Алибек Сапаев. Лучшим бомбардиром зонального турнира Дашогузского вилаята стал Азизбек Разимов из команды «Огуз», на счету которого 25 голов. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.